Angkatan bersenjata Rusia telah kehilangan 650.000 tentara, termasuk yang tewas dan terluka, dalam perang melawan Ukraina, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan Times of India yang diterbitkan 28 Oktober. Lebih dari 690.000 personel militer Rusia dinetralkan sejak dimulainya invasi skala penuh di Ukraina pada 24 Februari 2022, menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Selain yang terluka dan terbunuh, angka ini juga termasuk mereka yang ditangkap. Intelijen Estonia memperkirakan bahwa Rusia dapat kehilangan hingga 40.000 personel selama Oktober ini. Rusia sendiri telah membunuh banyak orang Rusia. Banyak tentara Rusia yang dimobilisasi dibunuh oleh tentara Rusia sendiri karena mereka takut menyerang, binasa di bawah peluru, atau terluka. Jadi, mereka mundur dan kemudian dibunuh oleh tentara mereka, kata Zelensky kepada Times of India. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Perkembangan lain, Menteri Pertahanan Kroasia Ivan Anušić menandatangani nota kesepahaman dengan mitranya dari Jerman Boris Pistorius, yang menyatakan bahwa pihak Kroasia akan menerima tank Leopard 28 sebagai ganti peralatan yang akan ditransfer ke Ukraina, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Kroasia. Sejak dimulainya invasi skala penuh, Kroasia telah memberikan Ukraina lebih dari 300 juta euro, 330 juta dolar, dalam bentuk bantuan, termasuk 11 paket pertahanan. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan paket bantuan ke-12 baru dari negara sekutu pada awal September. Kroasia berkomitmen untuk memasok 30 tank M84 dan 30 kendaraan tempur infanteri M80, serta suku cadang dan amunisi, sebagai ganti sarana keuangan untuk membeli hingga 50 tank Leopard 28, menurut nota kesepahaman tersebut. Harga total Leopard 28 baru akan dikurangi dengan jumlah yang akan dibayarkan Jerman kepada Kroasia untuk mentransfer peralatannya ke Ukraina. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины и 4-го пограничного отряда в районах Волчанска, Гоптовки и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 115 военнослужащих, бронетранспортер, 4 автомобиля, 152 мм орудие 2А-36 «Гиацинт» и 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Ой-Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й механизированной, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригады ВСУ в районных населенных пунктах Стельмаховка, Берестовое и Новоегоровка. Отражены 3 контратаки штурмовых групп 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 570 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер, 6 пикапов, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 3 гаубицы Д-30, орудие Л-119. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад и 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Дальнего, Семеновки, Ильинки, Северска, Часового Яра и Курахова. Отражены 3 контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады. Потери противника составили свыше 665 военнослужащих, 14 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 122 мм гаубица Д-30 и 4 105 мм орудия М119. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», реактивный снаряд РСЗО «Химарс» и 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Цукурино. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 58-й мотопехотной, 142-й пехотной, 5-й десантно-штурмовой бригад и 241-й бригады территориальной обороны в районах Димитрова, Александра Калинова, Правдовки, Вишнева. Отражены 11 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.
Противник потерял более 520 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен тактический радиолокационный комплекс израильского производства. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Шахтерская и Ясная Поляна. Отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы антипикю-37. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 35-й бригады морской пехоты, 124-й, 126-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Велетенского, Никольского, Антоновки и Беленького. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 6 автомобилей и 152 мм орудия Д-20. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.